Теме. Одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится сталкиваться работникам социальных служб, являются семейные конфликты, в результате которых дети и подростки оказываются на улице, вне стен родительского дома. Иногда причиной столь печального исхода становится нестандартная сексуальная ориентация подростка. Увы, в современном обществе все еще живы поистине первобытные предрассудки. Порой они образуют непреодолимую глухую стену непонимания между родителями и детьми. Почему это происходит? С этим вопросом я обращаюсь к моему коллеге Гаю Франковичу. Здравствуйте, Гай. Здравствуйте, Михаил. Итак. Миша, уже в юном возрасте человек осознает себя как личность. И в некоторых семьях подобные процессы проходят достаточно болезненно, это не секрет. Многие родители воспринимают подобные процессы, зачастую воспринимают их как вызов, и это порождает конфликт. Когда же все это накладывается на бытующие, к сожалению, до сих пор в современном обществе предрассудки, касающиеся и предубеждения сексуальной ориентации человека, то разрыв между родителями и подростком может оказаться необратимым. К сожалению, несмотря на произошедшие в последние годы общественные сдвиги, в этом вопросе невежество и табуированность этой темы приводит к настоящим семейным трагедиям, которых можно было избежать. Наша редакция подготовила материал об уникальном проекте, который вот уже 2 года действует под эгидой Тель-Авивского муниципалитета и Министерства социального обеспечения. Давайте посмотрим этот сюжет. Этот дом, расположенный на улице Бустанай, мало чем отличается от соседних зданий одного из самых романтичных тель-авивских кварталов Неве-Цедека. Однако его обитателям, прямо скажем, не до романтики. Казенный уют благоустроенного убежища большинство из них, не задумываясь, променяли бы на тепло родительского дома. מיועד לתת מענה לנערים ונערות שנזרקו מהבית, ברחו מהבית על רקע של אוריינטציה מינית שלהם, הומוסקסואלים, לסביות, טרנסג'נדר וביסקסואלים. הנערים והנערות שמגיעים לבית דרור הם נערים בגילי 14 עד 18. Отрочество и юность – время становления. Многие юноши и девушки сталкиваются с похожими проблемами. Взаимоотношения с родителями и сверстниками, чувство одиночества, половое созревание, которое сопровождается сложным процессом осознания своих сексуальных предпочтений, первая любовь. В юношеском возрасте человек избавляется от детской зависимости и переходит к отношениям, которые основаны на взаимном доверии и уважении. В многих семьях этот процесс проходит болезненно и воспринимается как вызывающее поведение. Когда же все это накладывается на распространенные в обществе предубеждения в отношении гомосексуальности, конфликт между родителями и подростком может закончиться трагически. חשוב להבין שהנערים והנערות שמגיעים לבית דרור מגיעים עם מורכבות של בעיות. אבל החוויה הזאת של הנטישה, של הדחייה, מן הסתם יוצרת מצוקות רגשיות מאוד 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 גדולות. Мама смотрела телевизор. Я подошел и сказал, что должен ей о чем-то рассказать. Я весь дрожал. Мать испуганно обняла меня. «Что произошло, сынок?» «Мама, я гей. У меня есть друг. Мне надоело скрывать это от вас». Мать оттолкнула меня от себя. На ее лице читался такой неприкрытый ужас, что у меня дрогнуло сердце. Она закричала во весь голос: «Я не позволю тебе заносить эту заразу в наш дом». Родители уехали в Хайфу на спектакль. Мика пришла ко мне. Мы закрылись в спальне. Нам было хорошо вдвоем. Мы совсем забыли о времени и не заметили, как открылась дверь. На пороге стояла мать. Я никогда не видела родителей в таком состоянии. Они набросились на Мику с кулаками, угрожая, что вызовут полицию, поскольку мне не было 18 лет. Мать кричала: «Только не моя дочь, только не моя дочь». А мне хотелось одного – умереть. אני חושבת שרוב ההורים שאני לא מכירה זה ההורים שלא מודים בזה שזאת בעיה, שלא מדברים על זה, ואם אתה לא לומד לחיות עם זה, אתה אומר, זה שום דבר, אני לא מדבר על זה. ואז היחסים עם הילד נגמרים. כי בן או בת לא יכולים לחיות עם הורים שלא מקבלים דבר כל כך מרכזי בחיים שלהם. Двора Луз, жительница Герцлии, одна из основательниц группы поддержки родителей геев и лесбиянок «Тегиля». Эта организация существует 15 лет. То, что ей самой пришлось пережить в семье, она писала в книге «Мама, я хотел тебе о чем-то рассказать». זה היה בערך 5 שנים אחרי שהבן שלי, שהיה בזמנו בן 22, סיפר לי, אחרי שהוא גמר שירות צבאי, סיפר לי שהוא מרגיש שהוא אוהב בחורים ולא בחורות, ואני הייתי אומללה. אני חשבתי שזה סוף העולם, והייתי מאוד 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 דאון, והתביישתי נורא.
אמרתי, מה יגידו בחברה, בעבודה שלי, והייתי ממש לגמרי אומללה, ולא הייתה לי ברירה, הייתי צריכה לחיות עם זה, כי אמרתי, אני אוהבת את הבן שלי, וזה יותר חשוב מהכל. К такому пониманию родители приходят далеко не сразу или не приходят никогда. К сожалению, многие из них подвержены гомофобным стереотипам и рискуют навсегда потерять своего сына или дочь. Изгнанные из дома подростки зачастую оказываются на улице, и тогда бейт-дрор может стать для них единственным спасением. Парадокс заключается в том, что находиться здесь его несовершеннолетние постояльцы могут лишь с разрешения родителей. רוב ההורים נוטים להסכים, כי הם מעדיפים שיהיו במסגרת, שהיא במקרה הזה גם מסגרת מסודרת של הממסד, ולא יסתובבו ברחובות, ואנחנו יודעים בדיוק מה הרחוב מזמין, כי הרחוב מזמין זנות וסמים, ולא פעם הנערים כן מגיעים אחרי שהם הגיעו ברחוב, ואז המורכבות הרבה יותר גדולה. Своей главной задачей социальные работники и инструкторы бейт-дрора считают наведение mostов между родителями и детьми. אנחנו רוצים לעזור לנער בזמן משבר כדי שיהיה בבית, והמטרה שלנו זה להחזיר את הנער או את הנערה הביתה, לבית מקבל, לבית תומך. ואתם מצליחים בזה? קודם כל 90% מהנערים והנערות של בית-дрор חוזרים הביתה לאחר תהליך גישור, אז יש הצלחה. Бейт-дрор оборудован всем необходимым. Жизнь здесь подчинена жесткой дисциплине. Его обитатели обязаны ходить в школу, они готовят себе пищу, следят за порядком. Здесь есть библиотека и компьютерный класс. Чего здесь нет, так это материнской ласки и надежного отцовского плеча. בסופו של דבר כל הורה רוצה את הילד שלו בבית, וההורים אוהבים את הילדים. אני מבינה את הקושי של ההורים, אבל יש דרכים לפתור את זה ולא להרחיק את הילד מהבית. הבן שלי היום למשל, כבר 13 שנה חי עם בן זוג, יש להם דירה, יש להם 2 ילדות שהם אימצו. אני פעם שאלתי את הילדה איך זה, היא אמרה לי יש אבא ואבא, וזה עוד אפשרות שקיימת. «Счастье – это когда тебя понимают», – говорил герой замечательного советского фильма. Продолжим разговор о том, как нам